Глобальное потепление – одна из самых актуальных проблем во всем мире. На территории Кыргызстана скорость повышения температуры за последние десятилетия существенно повысилась. По словам экспертов, изменение климата будет продолжаться. Поэтому требуется комплексный подход к адаптации. И для этого разработан национальный адаптационный план, который учитывает особенности нашего климата. По повышению температуры, если мы говорим, как это повлияет, потому что повышение температуры, оно влияет на маловодье, оно влияет на засуху, оно влияет на волны жары, да, и вот это все, оно должно быть объектоориентировано. На какие города волны жары больше будут влиять? Бишкек, Ош, да, если густонаселенный, особенно Ош, потому что в Оше и так температурный градиент выше, чем в Бишкеке. Адаптация к изменению климата – это приоритетный вопрос для страны. Накануне Министерство природных ресурсов, экологии и технадзора предоставило итоги разработки национального адаптационного плана. Он охватывает период до 2030 года, и согласно плану работы будут вестись совместно с Минздравом, МЧС, Минобразованием, Минэкологией и их межведомственными структурами. Мы разработали планы для Ошского, Баткенского и Джалабадских областей. В основном это. Сегодня будем обсуждать. И далее проект национального адаптационного плана будет направлен на утверждение в администрацию президента. Национальный адаптационный план – впервые разработанный стратегический план. Он направлен на повышение устойчивости Кыргызстана к изменениям климата. Проект НАП включает конкретные меры для 6 ключевых секторов – сельское хозяйство и ирригация, здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями, сохранение биоразнообразия, энергетика и развитие климатически устойчивых зеленых городов. Он состоит из 5 разделов. Основной, что будет отличать этот документ от тех стратегических документов, которые обычно наша страна использует, это будет объектоориентированный документ. То есть мы в рамках нашего анализа и оценки уязвимости определили ряд уязвимостей. Например, маловодье, сели и паводки. И мы считаем, что сели и паводки – это не в ведомстве только Министерства чрезвычайных ситуаций. Проект реализуется при поддержке программы развития ООН. Сотрудничество с международными организациями поможет привлечь зарубежных и отечественных специалистов, которые обеспечат эффективную реализацию национального плана. Как мы знаем, Кыргызстан с его уникальными горными экосистемами особенно уязвим к изменениям климата. Поэтому в плотном сотрудничестве и при лидерстве Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, программа развития ООН и другие партнеры поддерживали подготовку национального плана по адаптации природных экосистем и секторов экономики к изменению климата. По итогам мероприятия были озвучены предложения, замечания по проекту и дальнейшей реализации адаптационных мер. Стоит отметить, что в нем приняли участие представители госорганов, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора. Аймерим Назарова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.